Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения кандидат в депутаты от 2-го избирательного округа Дмитрий Халбат. Дмитрий Гаревич, здравствуйте. Здравствуйте. Халбат Дмитрий Гаревич родился 5 марта 1980 года в городе Сухум. Окончил с отличием 15-ю среднюю школу. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, факультет кораблестроения и океанотехники по специальности морской инженер. После окончания университета вернулся на родину и поступил на службу в вооруженные силы РА. С 2003 по 2004 год отслужил в рядах морского флота в звании лейтенанта. С 2004 по 2006 год работал главным специалистом отдела прогнозирования и ценообразования в Министерстве экономики Абхазии. С 2006 по 2009 год работал в компании «Амобайл» менеджером по работе с корпоративными клиентами. С 2009 года является одним из руководителей IT-компании «Система». Женат, отец 3 детей. Дмитрий Гаревич, вы в политике новое лицо. Больше 12 лет вы являетесь одним из руководителей IT-компании «Система». А «Система», как известно, это успешный проект. То есть вас можно смело назвать состоявшимся бизнесменом. Почему решили баллотироваться в парламент? Чем это решение мотивировано? Наверное, потому что, во-первых, я родился, учился и живу на новом районе города Сухум и знаю о проблемах, с которыми сталкиваются жители каждый день. Более того, более 12 лет своей сознательной жизни я занимаюсь строительством вышеназванной компании и прекрасно знаю о всех экономических и, так скажем, административных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в нашей республике. Также я являюсь отцом 3 детей, 2 из которых школьники, и не понаслышке знаю о проблемах нашего образования. Суммировав все эти проблемы и любовь к своей родине, уверен, что буду полезен для своей республики. Более того, я готов говорить не только о предвыборных обещаниях, но также и о реализованных проектах. Расскажите, о каких проектах идет речь? Самый значимый из них – это «Безопасный город», проект, который мы реализовываем уже порядка 6 лет. В рамках этого проекта мы установили свыше 1300 камер на территории всей республики. Камеры мы устанавливаем в подъездах и дворах многоквартирных домов, на улицах и перекрестках нашей республики, на местах массовых скоплений людей. Большинство этих камер устанавливается по просьбе правоохранительных органов и жителей нашей Родины. Также по просьбе администрации районов мы устанавливаем камеры в парковых зонах, на местах парковок автомобилей, ну и в местах установки мусорных контейнеров. А особо хотелось бы отметить проект установки камер в популяризации нашей республики и увеличению ее туристической привлекательности. Мы устанавливаем камеры в наиболее примечательных местах, таких как Сухумская набережная, Гагрская колоннада, озеро Рица, Иверская гора в Новом Афоне. Очень интересная камера установлена на Джварском водохранилище, позволяющая воочию убедиться в отсутствии, ну или в наличии воды на Ингур-ГЭС. Помимо этого, в рамках этого проекта мы устанавливаем домофоны в многоквартирных домах. Я считаю, что все это делает нашу страну и жизнь в ней еще более безопасной. Еще один любимый наш социальный проект – это перевод мультфильмов на абхазский язык. В рамках этого проекта мы перевели мультфильмы общим хронометражом свыше 2000 минут. Зачем мы это делаем? В первую очередь, чтобы дать возможность самым маленьким жителям нашей Родины, помимо просмотра любимых мультфильмов, также слышать родную речь. Мы считаем, что именно в этом возрасте ребенок как губка впитывает всю информацию, которая поступает ему с окружающего мира. И хотим сделать все, чтобы как можно больше этой информации звучало на родном языке. Мы не остановились на этом, пошли дальше. Наше оборудование теперь мы устанавливаем в детских садах нашей республики, дабы и там дать возможность нашим детишкам смотреть мультфильмы на родном языке. Ну и хотелось бы отметить, что все социальные проекты, выполняемые и реализуемые нами, выполняются по собственной инициативе и за свой счет. Кстати, вот я хотела бы подтвердить, я сама сухумчанка, в центре города живу.
И вот у нас установлена в подъезде многоквартирного дома камера, абсолютно бесплатно установлена. И для меня, как для мамы, вот очень это важно, потому что у меня взрослый ребенок, который там часть времени проводит дома. Было очень приятно, очень важно вот взять телефон в руки и посмотреть, кто зашел в подъезд, кто вышел в течение всего дня. Ну, значит, мы это не зря делаем, раз вам и многим так это нравится, и это действительно приносит пользу и свои плоды. Спасибо вам за положительный комментарий. Касаемо проблем актуальных, давайте поговорим. Ваше отношение к продаже недвижимости гражданам, иностранным? Наверное, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы немножко по-другому сформулировал другой вопрос. А что нам дает разрешение на продажу недвижимости иностранным гражданам? И, наверное, я бы попросил ответить на этот вопрос инициаторов этого проекта. И хотел бы, чтобы это было аргументировано в цифрах. Я бы хотел понимать, кто возьмет на себя ответственность за, допустим, резкий скачок стоимости жилплощади для местного населения. Также хотелось бы понимать, кто будет решать проблемы инфраструктурного характера. Все мы знаем сегодня о проблемах с энергоснабжением, с водоснабжением, с уже возникшими проблемами, такими как пробки на дорогах нашей республики. И очень часто это уже не связано с наплывом отдыхающих в туристический сезон. И вот как раз, наверное, для этого я и иду в парламент, чтобы получить ответы на эти вопросы, ну и отстаивать интересы своих избирателей. Вы затронули тему энергетики, одну из самых актуальных и, пожалуй, даже болезненных тем для нашего общества, особенно в свете веерных отключений. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Энергетическая отрасль – это достояние нашего народа. Я считаю, что все объекты генерации электричества и высоковольтные линии электропередач должны быть исключительно в ведении государства. Иностранные инвестиции в них, я считаю, неприемлемы, потому что это влечет за собой потерю контроля государства. Вопрос инвестиций в распределительные сети, я считаю, рассматривать возможно. Это не представляет опасности, потому что это не будет угрожать энергобезопасности нашей страны и не даст инвестору рычаг, с помощью которого он может манипулировать ценой за 1 киловатт электричества конечному потребителю. Тем не менее, я считаю, что выход из энергокризиса, он единственный и заключается в установке систем учета и контроля потребленного электричества. И здесь у нас большая практика. На базе нашей компании мы развернули лабораторию по тестированию систем учета, работающих по технологии LoRaWAN. Не буду вас нагружать сейчас ненужной технической информацией, но скажу, что тестирование прошло очень успешно. И на сегодняшний день мы обладаем большим багажом знаний, которыми мы готовы поделиться, причем безвозмездно, с профильными специалистами нашей энергетической отрасли. Также я хочу добавить, что эти знания позволят мне в парламенте на законодательном уровне содействовать максимально быстрому внедрению этой системы в рамках всей республики. Дмитрий Гаревич, и последний вопрос сегодняшнего интервью, вопрос, который интересует многих избирателей. Какую политическую силу представляет тот или иной кандидат? В вашем случае это... Эсма, вы, наверное, обратили внимание, что я не раз произносил слова «мы», «наши проекты», «нами реализовано». Рядом со мной стоят мои единомышленники, с которыми мы много лет внедряем и реализуем очень много сложных и интересных проектов. Я не иду противопоставляться власти, я не иду противопоставляться оппозиции. Я готов стоять рядом и работать со всеми, для кого высшей целью являются блага нашего народа. Спасибо вам за беседу. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания.